Добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, я представитель движения «За независимость Саха», и вы на канале движения. Очень прошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и прокомментировать его. Это очень поможет продвижению нашего канала, ну и, конечно же, нашей работе. Спасибо вам большое. Сегодня я бы хотела поговорить о том, почему Республике Саха нужна, необходима, как воздух, независимость. Русские спрашивают, зачем вам независимость? А я скажу, для сохранения нашей национальной идентичности. Сейчас происходит, да и всегда это было, тотальная русификация народа нашего, да и всех коренных народов. И это угроза нашим национальным идентичностям. Это угроза каждой нации, которая сейчас живет, не русской нации, которая сейчас живет в составе, находится в составе Российской империи. Да? Русификация – это не просто процесс распространения русского языка. Это системное, целенаправленное уничтожение национальной идентичности. Коренные народы России, включая нас, Саха, столетиями подвергались ассимиляционному давлению, что приводило к постепенному исчезновению культур, языков, самобытности. Давайте приведем исторические примеры русификации. Имперская политика. Еще в 18-19 веках царская власть начала активную экспансию на земли коренных народов, внедряя русскоязычное образование и насаждая русские традиции. В 1822 году был принят Устав об управлении инородцев, который ограничивал самоуправление коренных народов и подчинял их российским административным структурам. В советский период, в 30-е годы 20 века, началась массовая борьба с традиционной культурой и языками коренных народов. В результате репрессий были уничтожены многие представители национальной интеллигенции, и не только нашего народа. В 1958 году был принят закон о всеобщем обязательном обучении на русском языке, что привело к вытеснению родных языков из школьного образования. В 70-х годах 20-го столетия официально продвигалась идея, что все народы Советского Союза должны сливаться в единую советскую нацию. Фактически это означало поглощение русской культуры всех других нерусских культур. Современная политика. В 2002 году был принят закон о государственном языке Российской Федерации, который установил приоритет русского языка и ограничил возможности развития национальных языков. В 2018 году вышел закон о добровольном изучении национальных языков, в результате которого в школах по всей России резко сократили часы преподавания языков коренных народов. В 2020 году была принята новая Конституция Российской Федерации, которая закрепила статус русского языка как языка государства образующего народа, что еще больше усилило дискриминацию других народов. Республика Саха, несмотря на формальный статус субъекта федерации, также подверглась жесткой русификации. Снизилась доля обучения на якутском языке. Даже в национальных школах большинство предметов ведутся на русском. Ограничивается использование якутского языка в официальных учреждениях. Медиа и культурное пространство полностью доминируются русским языком. Национальные СМИ испытывают давление и недостаток финансирования. Именно поэтому нам нужна независимость. Русские спрашивают, зачем вам независимость? Русские спрашивают и на самом деле не понимают, зачем нам нужно свое собственное государство. А я скажу, нас уничтожает коррупция, которой вы нас приучили. Коррупция – это не просто проблема, это устоявшаяся система управления. Да, и внедрил ее Кремль во все уровни власти. И особенно это видно в национальных республиках. Республика Саха – яркий пример того, как эта система не только прижилась, но и стала основой политики, стала основой экономической жизни. Как работает эта система? Во-первых, это распределение федеральных средств.
Республика Саха, как и другие национальные республики, получает финансирование из федерального бюджета. Однако значительная часть этих средств оседает в карманах чиновников. Уже не будем говорить о том, что это наши деньги, которые почему-то мы отправляем в Москву, и они потом к нам в виде дотаций отправляются обратно. Практически все крупные проекты реализуются через фирмы, которые связаны с высокопоставленными чиновниками. В 2021 году были выявлены многомиллионные нарушения при строительстве социальных объектов, таких как школы и больницы, где подрядчики аффилированы с местными элитами. Как работает судебная и правоохранительная система? Они все снизу доверху пронизаны коррупцией. Любые громкие коррупционные дела либо замалчиваются, либо наказание получают только стрелочники. Откройте телеграм-каналы, там очень много каналов, которые рассказывают о коррупции в Республике Саха. Что не пост, то коррупция, что не пост, то проворовавшийся чиновник. Дело экс-мэра Якутска Айсена Николаева. Многочисленные обвинения в злоупотреблении полномочиями, завышенных госконтрактах. Но после назначения главой республики дело исчезло. Что творится при добыче полезных ископаемых? Якутия богата ресурсами, но доход от них идет в карманы небольшой группе людей, в том числе и Айсену Николаеву. Скандал вокруг компании «Алмазы Анабара», незаконная добыча алмазов, занижение налоговых выплат. И все это было покрыто местными федеральными чиновниками. Социальная сфера. Несмотря на огромные природные богатства, уровень жизни населения остается низким, потому что бюджетные деньги оседают в карманах чиновников. В 2022 году были выявлены хищения более 200 миллионов рублей по программе по обеспечению северных районов жильем. Но виновные так и не понесли наказание. Почему эта система не меняется из года в год, из десятилетия в десятилетие? Потому что Кремль заинтересован в том, чтобы местные элиты были зависимы от него. Поэтому коррупционные схемы покрываются сверху, и никто никогда по-настоящему не будет наказан. Настоящие виновники. Местные чиновники боятся потерять свои посты, поэтому они поддерживают эту систему. Население часто не имеет механизмов для борьбы с коррупцией. Поэтому, да, мы открываем телеграм-каналы, читаем, что один коррупционер, второй коррупционер, третий, пятый, десятый, и ничего не делаем. Потому что нет механизмов, потому что один десяток людей ничего не сделает с проворовавшимся чиновником. Местные СМИ, правозащитные организации, они подавляются все. Ни одного в республике нету журналиста, который бы не боялся писать правду. Именно поэтому нам нужна независимость, чтобы построить всю эту систему заново, без коррупции, со свободными СМИ, с работой правозащитных организаций, с неподконтрольными судьями, с некоррумпированными чиновниками, с некоррумпированным правоохранительным аппаратом, с настоящим гражданским обществом. Коррупция – неотъемлемая часть кремлевской системы. И пока мы находимся в этой системе, мы так и будем, мы не вылечимся от этой болезни, от этой заразы. Русские часто спрашивают, зачем вам независимость? А я скажу, для того, чтобы на сознание наших людей не действовала ваша русская пропаганда. Российская пропаганда – это не просто государственная информационная политика. Это мощная система контроля сознания, направленная на подавление критического мышления и укрепление имперского порядка. В национальных республиках ее влияние ощущается особенно сильно, потому что здесь сочетаются сразу несколько факторов. Историческая травма, экономическая зависимость, отсутствие альтернативных источников информации. Давайте посмотрим, как работает пропаганда. Они постоянно создают ощущение, что страна окружена врагами, а любые идеи, независимость, самоопределение, самоуправление, вообще все, что
связано со свободой и со словом «само», это для них происки Запада. Во-вторых, она формирует зависимость от федеральных ресурсов. Национальные республики искусственно делают финансово зависимыми от Москвы, внушая населению мысль, что без центра невозможно выжить. В СМИ подчеркивает, что Москва кормит регионы, хотя в реальности ресурсы национальных республик забираются в федеральный бюджет. Русификация, вот о которой я уже говорила, да, это тоже средство контроля и тоже средство пропаганды. Пропаганда формирует представление, что русский язык и культура – это единственное правильное и развитое, а местные языки и традиции второстепенные. Через школы и телевидение, через интернет продвигается идея, что национальная идентичность – это архаика, мешающая прогрессу. Следующее. Милитаризация и культ государства. В республиках с высоким уровнем бедности пропаганда использует армию как социальный лифт, инструмент социальной мобильности, да, представляя ее как единственный шанс для молодых, ну и не очень молодых людей, для тех людей, кто не очень успешен в этой жизни. Почему национальные республики особенно подвержены пропаганде? Во-первых, ограничен доступ к независимым СМИ. Местные телеканалы и газеты либо контролируются властями, либо вынуждены заниматься самоцензурой. Если журналисты сейчас меня смотрят, вспомните, якутские журналисты, да, подумайте, цензурируете ли вы сами себя. Пропаганда ведь это не просто поток новостей, это инструмент управления народом. Чем быстрее национальные республики это осознают, тем больше шансов у нас будет на возрождение и сохранение нашей нации. Русские спрашивают, зачем вам выходить из состава Российской Федерации? Ну зачем вам независимость? Спрашивают они. А я отвечу, наш народ погибает в вашей войне. С начала полномасштабного вторжения в Украину не русские народы оказались в первых рядах мобилизации. Республика Саха, Бурятия, Тыва, Дагестан и другие национальные регионы несут башкорты, да, непропорционально высокие потери у нас. В то время как центральные богатые регионы России затронуты войной куда меньше. Возникает вот вопрос, да, не является ли это скрытым геноцидом? Я уже говорила об этом. Несправедливая мобилизация. Ну, кто воюет за Кремль? Давайте посмотрим. По данным независимых источников, регионы с преимущественно нерусским населением демонстрируют самую высокую долю призванных на фронт. Республика Саха одной из первых начала получать похоронки. Уже в первые месяцы войны появились списки погибших в селах, где и так проживает немного людей. Бурятия, Тыва, Башкортостан являются лидерами по числу убитых на 100 тысяч жителей, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где мобилизация практически не затронула население. Социальная уязвимость играет тоже большую роль. Наши республики очень бедные. Чем беднее семья, тем быстрее она соглашается на контракт. У нее просто нет других экономических возможностей. Теперь про потери и реальные цифры. По данным проекта «Русская служба BBC», наибольшее число погибших солдат приходится на национальные республики. В республике Саха количество похороненных военнослужащих на душу населения значительно выше, чем в русскоязычных регионах. В сентябре 2022 года, когда началась вот эта частичная мобилизация, и из Бурятии, и из республики Саха было призвано в разы больше мужчин, чем из Москвы и Санкт-Петербурга. Почему Кремлю выгодна война руками нерусских народов? Во-первых, Кремль использует эту войну как способ сокращения численности нерусских народов, которые исторически тяготеют к самоопределению. Вопрос самоопределения стоит у нас уже очень давно. 100 лет буквально, да? С начала 20 века мы все боремся за независимость.
Во-вторых, национальные республики ослабляются демографически. Гибнут молодые мужчины, и это снижает рождаемость и усиливает ассимиляцию, усиливает русификацию. Пропаганда делает ставку на патриотизм и навязывает людям идею, что они должны жертвовать собой ради государства. А между прочим, это государство исторически не заботилось о нас. Это называется геноцид. Вот под прикрытием военной операции специальной Кремль проводит геноцид наших народов. Вот таким образом решает национальный вопрос методом физического устранения активного мужского населения республик. Кто будет воевать за независимость, если все наши молодые мужчины погибнут на фронтах чужой войны? Ну, вот это вот словосочетание «пушечное мясо», оно уже настолько укоренилось, что мы, наверное, его еще лет 100 будем помнить. Да? Что ждет нас, Саха и другие нерусские народы после войны? Во-первых, это будет дальнейшее обнищание регионов из-за потери населения и трудоспособных граждан вообще, да. Увеличение русификации нас ждет. Чем меньше будет мужчин и вообще молодежи в республике, те, кто умерли и те, кто уехал, да, не забываем про них, тем быстрее растворится национальная культура. Усилятся репрессии против тех, кто выступает против войны и мобилизации. Усилятся репрессии против тех, кто выступает за независимость, за самоопределение. Что нам делать? Нам нужно выходить из состава Российской Федерации. Нам нужна независимость, чтобы никто даже думать не смел отправлять наших мужчин на войну. Вот эта война между Россией и Украиной, это не просто конфликт между государствами. Для нерусских народов, для нас, для Саха, эта война может стать точкой невозврата, которая приведет к уничтожению нашего народа в рамках большого имперского проекта. И пока главы наших республик будут продолжать поставлять Кремлю вот такую живую силу, наше будущее, будущее коренных народов под угрозой. Именно поэтому нам нужна независимость, чтобы впредь больше такого не повторялось. Так вот, что не так с русскими? Неужели мы вдруг так неожиданно взяли и захотели независимость? Может быть, всем тем, кто живет в центре России, всем тем, кто уехал и называет себя либеральным, значит, оппозиционером, и все же задает вопрос, зачем вам независимость? Может, просто взять, сесть и подумать, что в них не так, что мы с ними жить не хотим.